В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга по отбору на военную службу по контракту. Предлагаю послушать. Пункт отбора на военную службу по контракту 3-го разряда города Якутск продолжает свою работу по отбору граждан на военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Служба по контракту – это осознанный выбор каждого мужчины, решившего в сложное время для страны встать на ее защиту. Каждый день в пункт отбора обращаются граждане по вопросу поступления на военную службу по контракту. Это показывает высокий уровень патриотизма среди населения. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции может достигать 400 тысяч рублей в месяц. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны Российской Федерации, 900 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия, 100 тысяч рублей от городского округа города Якутск. Всем необходимым для выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащих обеспечивает Министерство обороны. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапалова, 23, в любое удобное для них время. Также проконсультироваться можно по телефонам 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93. Круглосуточно. Больше информации на сайте службы по контракту 14.рф. Далее перейдем к новостям и вначале коротко о главных темах выпуска. В республике участились случаи нападения медведей на людей, о причинах нашествия хищников. Причиной массового отравления детей в Якутии стал золотистый стафилококк. Подробнее об инциденте. Команда из Якутии в составе 6 юных спортсменок прибыла во Владивосток на «Звезды Якутии». Подробнее о турнире. Нашествия бурых медведей в Якутии участились случаи нападения хищников на людей. Если в Алданском районе трагедии удалось избежать, то в Усть-Майском районе не обошлось без жертв. О причинах нашествия медведей расскажет Вероника Таюрская. Усть-Майский район. Республику потрясла новость о нападении медведя на 56-летнего охотника. Ночью 6 октября косолапый забрел в избушку через окно, где и напал на человека. Охотник, в свою очередь, не успел достать ружье из сейфа. Шансов на спасение не оставалось. А на прошлой неделе медведь забрел на территорию частного дома в Тамоте. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадала одна из собак, которую косолапый утащил в лес. Медведь оттуда пришел, и вот в этом месте он с ним боролся. Вышел медведь к собаке, на нее накинулся и начал ее там, душить или как ее, старался ее поймать. Цепь длинная, не мог ее сразу. Где-то они боролись, где-то с полчаса, не меньше. Вышла дочь с сыном. Ну и вот, хотели защитить, подошли близко. А тут, говорит, это, оказывается, медведь. Они думают, что большая собака-то пришла. Ну и вот, кинулись убегать от этого. Вечером 1 октября с помощью мессенджеров местное население было предупреждено о том, что медведь забрел на территорию города. Утром следующего дня все силы были брошены на ликвидацию хищника. В 7 часов вечера мы с Гараевым, хозяином, вместе караулили медведя и в 6 утра ликвидировали. Засаду на медведя устроили в местах возможного появления. Хозяин дома совместно со специалистом лесничества караулили косолапого во дворе, где и произошло происшествие. Утром кадровыми охотниками была обследована местность. Было установлено, что медведь долгое время находится здесь. Были установлены 2 лёжки его. То есть не первый раз он заходит. И если он уже напал на собаку, то в любом случае большая вероятность того, что он может напасть и на человека. По данным анкетно-опросного учета, проводимого Минэкологии региона, в 2024 году в Якутии насчитывается около 20 тысяч медведей. Как отмечают специалисты, численность популяции остается на прежнем уровне. Но участились случаи захода хищников в населенные пункты и вахтовые поселки. Медведи сначала появляются, например, на свалках, да, уже привыкают к человеку, теряют страх перед ним и уже появляются в черте населенного пункта. Основные пожары тоже влияют на появление медведей, сразу проходят мимо населенных пунктов. По информации Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, медведя, от лап которого погиб охотник в Усть-Майском районе, ликвидировали утром 8 октября.
Вероника Таюрская, Ренат Нахиев, Григорий Охлопков, Томод, Якутск. Причиной массового отравления детей в Якутии стал золотистый стафилококк. Воспитанники Харанской спортивной школы в Мегино-Кангаласском районе жаловались на боли в желудке, рвоту, температуру и слабость. По информации ведомства выявлены нарушения в пищеблоке, из-за чего он закрыт, а школа перешла на онлайн-обучение. Лабораторные анализы подтвердили наличие золотистого стафилококка не только у детей, но и у персонала пищеблока и в продуктах. Напомним, инцидент произошел 4 октября. Всего отравилось 30 детей, из которых стационарно проходит лечение 26. Вместе с Курском собрана очередная партия гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области. Это примерно 4 тонны различного груза. Подробнее о помощи расскажет Тимур Калмогоров. Лекарственные средства, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, личной гигиены, постельное белье, бытовая техника. Все это постепенно загружается волонтерами в грузовик. Последующие 15 дней груз будет идти наземным путем к месту сбора. Все наши республики мы собрали, все организации помогли в этом собрать постельные принадлежности, медикаменты, продукты питания. Неравнодушные жители тоже приходили, приносили, разных улусов отправляли. На территории Курской области для сбора созданы специальные волонтерские и распределительные центры, где разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь пострадавшим в пункты временного размещения. До этого у нас было направлено около 10 рейсов, более 2 тонн. По авиа отправляли. Сегодня мы отправляем на машине наземным путем. Тут уже около 4 тонн. Куряне сами отправили перечень, который им необходим. Мы с Курской области постоянно на связи. Каждый день связываемся. По перечню необходимых вещей тоже с ними все уточняем. В сборе гумпомощи принимают участие министерства и ведомства, организации и неравнодушные граждане республики, а также районы и диаспоры. Помощь оказывают ежедневно. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Тимур Калмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. С сегодняшнего дня в связи с понижением наружной температуры воздуха и дополнительными расходами на топливо Ленаводсервис повысили тарифы на пассажирские перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Стоимость проезда будет составлять 1000 рублей. На сегодняшний день паромы осуществляют перевозки транспорта в штатном режиме. Повышения тарифов пока нет. Изменение в навигации паромов и катеров будет зависеть от погодных условий. На данный момент на берегу реки Лена больших скоплений автомобилей и людей не наблюдается. Холодает, в катерах печки стоят, постоянно работают на полниках. Проезд 1000 рублей подняли с сегодняшнего дня, и режим работы изменили, был с 7 до 7, сейчас режим работы с 7 до 6. С 6 до 7 у нас всегда дежурный катер стоит для пассажиров, для тех, кто кто-то опаздывает, кто-то что-то. Вот так, с 6 до 7 стоит дежурный катер сюда. Пассажиров не оставляем на берегах. Где-то к 20 числам, в том году мы 21-го закончили, 21-го уже все, конечка была, 22-го подушки вышли. В этом году не знаю, пока что даже заберегов нет. Как забереги появятся, там оттуда уже будем смотреть. Я думаю, где-то 20 числом. В последние годы в городе Вилюйске идет активное строительство дорог федерального, так и муниципального значения. На 2 улицах федерального значения Мира и Ленина, которые являются связующей нитью нескольких улусов, была проведена ремонтная работа и по улице Чапаева. Там проложили 2-слойный асфальт. Сейчас идет работа Вилюйской кольцевой дороги, в которую входит улица Амосова, Интернациональная и Иона Попова. Общая протяженность трассы 2,5 километра. Выделили деньги, общей суммы 108 миллионов рублей на асфальтирование Вилюйской кольцевой дороги. Туда входит улица Амосова, Интернациональная и Иона Попова. Общая протяженность нашей трассы будет 2 километра 500 метров. Идея нашей кольцевой дороги заключается в том, чтобы все эти участки, перпендикулярные улицы, которые примыкают к этим 3 улицам, спальные районы, так называемые, быстро добирались до своих работ, до детских садов, до необходимых каждодневных дел. Также на 2 участках трассы А-331 Вилюй запустили рабочее движение. В Мирнинском районе открыли движение на участке через поселок Алмазный 17 километров. Благодаря капитальному ремонту дорога уложена асфальтобетонным покрытием. При этом установили 13 водопропускных труб, смонтировано искусственное освещение, установлены новые дорожные знаки, тротуары, барьерные ограждения.
Второй участок протяженностью 3 километра проходит через село Крестях Сунтарского района. Для безопасности движения обеспечили элементами обустройства. Установлены пешеходные переходы со светофорами и тротуары. Коллектив общества с ограниченной ответственностью Сунтар-Автодор объект выполнил досрочно. Он планировался в следующем году. И с хорошим качеством объект мы сегодня вводим в эксплуатацию. Всем пользователям дорог желаем безопасных дорог. Конечно, есть сложности. В этом году очень обильные осадки. Хоть на федеральной трассе Колыма, хоть на федеральной трассе Вилюй. Но я думаю, что дорожники с этой задачей справятся. В Нюрбинском районе для привлечения учителей действуют целевые муниципальные программы. Например, сельский учитель молодым специалистам из местного бюджета выдается 500 000 рублей. Кроме этого, упор делается на укрепление материально-технической базы, в том числе для улучшения жилищных условий молодых специалистов. Так, в этом году было полностью отремонтировано двухэтажное здание. Этой осенью 9 молодых специалистов заселились в благоустроенные общежития. Когда предоставляют такие возможности и условия проживания именно для молодых специалистов, которые еще только закончили, либо только ищут себя, это, конечно, хорошо, молодцы. И жить все вместе с молодыми специалистами. Мы друг другу помогаем, готовим вместе, там, веселимся, разговариваем, чай пьем. Все хорошо, как в общежитии, как студенты. Очень, но кроме вахт, конечно, нет. Во Владивосток прибыли юные спортсменки художественной гимнастики для участия во всероссийском турнире. Команда из Якутии в составе 6 юных спортсменок от 10 лет составили немалую конкуренцию в соревнованиях с гимнастками из других регионов Дальнего Востока. Все участницы начали свой спортивный путь с 3 лет в Центре спортивной подготовки и эстетического развития «Звезды Якутии». Турнир проходит с 7 по 10 октября. Наши девочки с Якутии прилетели в количестве 6 человек, из них 5 человек – это групповая, и 1 девочка, 6-я – это личка. Сегодня девочки будут буквально вот 1 день, групповая выступает на 1-й разряд под видами булавы и обручи. А личка Бурцева Эталина, она будет у нас выступать эти 2 дня. А так как турнир проходит с 7 по 10 октября, она будет выступать 2 дня, у нее 4 вида. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в эфире.